Программа новости с событиями вторника, 28 апреля, в студии Зураб Центроев. И главное сегодня. Большой кубок Кавказа остается на родине. Сегодня вы показали красивые игры. Дух, сила, воля, мужество. В Грозном состоялся финал чемпионата России по футболу среди ампутантов. Первые плоды тепличного комплекса. Родина накормит и республику, и страну. Дом и имущество в нем сгорели за считанные минуты. Это все, что осталось от домовой книжки и остальных документов семьи. Возгорание произошло именно в этой комнате, а здесь у погорельцев хранились самые ценные и важные вещи в доме. Что стало причиной возгорания частного домовладения? В Грозном состоялся финал Большого Кубка Кавказа. Стадион имени Султана Белимханова собрал футбольные команды ампутантов со всей России. Ежегодный турнир проводится в память об Ахмате Хаджикадырове. В финальном матче Большого Кубка встретились грозненский Ламан-Аз и московский Олимп-Про. Среди многочисленных болельщиков команд был и глава Чечни. Итоги турнира в материале Ахмеда Джабраилова. В команде Ламан-Аз Беслан Шахбиев с 2006 года. Защитник играет под 3-м номером. Сегодня в матче с нижегородцем его пас принес чеченской команде второй гол. Позже встреча завершилась сухим счетом 3-0 в пользу Ламан-Аз. Кубок Кавказа, Кубок Хузи, На Большом Кубке Кавказа, посвященном памяти первого президента Чечни Ахмата Хаджикадырова, было заявлено 6 команд. В полуфинал вышло 4. В этом году турнир приурочили к 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне и присвоению Грозному почетного звания «Город воинской славы». Сборная команда России, в том числе и этого года, в которую входят большинство команды, составляют воспитанники чеченской команды Ламан-Аз. Это сборная команда, пятикратный чемпион мира, пятикратный серебряный призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Европы. Ну, в общем, титулов, как вы видите, хватит на все сборные футбольные России и всех остальных вместе взятых. В финале Ламан-Аз встретился с командой Олимп-Про из Москвы. Уже в первом тайме чеченские футболисты отправили мяч в ворота гостей. Однако чуть позже москвичи сравняли счет, и уже под занавес первого тайма хозяева поля забивают второй гол. Поболеть за своих земляков на чемпионат России прибыли и члены команды баскетболистов на инвалидных колясках. Второй тайм оказался не менее зрелищным. Как бы ни старались футболисты Олимп-Про поразить ворота Ламан-Аз, сделать это им так и не удалось. Однако грозненцы смогли забить еще 2 гола. В итоге матч завершился со счетом 4-1. Футболисты Ламан-Аз 4-й раз подряд становятся чемпионами среди ампутантов. За финальной игрой наблюдал и глава Чечни. Сегодня вы показали красивые игры. Дух, сила, воля, мужество. Сегодня здорово, как сказать, люди физически не будем заставлять себя бегать, трудиться. Вы физически и морально здоровые люди, поэтому я вас от души поздравляю. Желаю, чтобы у вас, вам всегда способствовала удача, семейное благополучие, спорт и побед. Также хочу поздравить Ламан-Аз. В прошлом году вы знаете, что Россия выиграла чемпионат мира, и большинство игроки с нашей команды Ламан-Аз эту год, да, мы видим, что у нас есть победа, успехи. Мы видим, как у нас признают уже город воинской славы, города Грозного. Это говорит о том, что заслуги Великой Отечественной войны наконец-то признаны города Грозного и чеченского народа. Мы помним военное время, мы помним убитые наши граждане, похищенные. Мы помним наших молодых людей, которые остались инвалидами на всю жизнь. Это все помнили Всевышнему.
Всем участникам чемпионата из регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова были выделены денежные средства. Каждому игроку команды, занявшие первое место, вручили по 100 тысяч рублей. За второе – 50. 25 и 15 тысяч рублей получили футболисты клубов, занявшие третье и четвертое места соответственно. Всем остальным участникам передали по 10 тысяч рублей. Кроме этого, спортсменам вручили благодарственные письма. Награждаются благодарственным письмом главы Чеченской Республики Киянский Иван Алексеевич, главный секретарь Федерации футбола инвалидов России. Герзишев Руслан Андеевич, тренер футбольной команды «Ламан-Аз», главный тренер сборной России по футболу ампутантов. Инаев Адлан Аламадович, руководитель футбольной команды «Ламан-Аз». Отдельно наградили и отличившихся на турнире спортсменов. Лучший игрок мира, да. В номинации «Лучший вратарь турнира» награждается Егор Путикин. Спасибо большое. Спасибо. Без награды не остался и глава республики. Футболисты «Ламан-Аз» вручили ему кубок чемпионата России по футболу среди ампутантов, а генеральный секретарь Федерации футбола инвалидов России передал благодарственное письмо. Уважаемый Рамзан Ахматович, Федерация футбола инвалидов России выражает вам искреннюю благодарность за постоянное активное участие в решении проблемы физической и социальной реабилитации молодых инвалидов Чеченской Республики средствами массового спорта, в частности футбола ампутантов. Созданная при вашем непосредственном участии и заботливо поддерживаемая лично вами на всех этапах становления и развития, футбольная команда ампутантов «Ламан-Аз» продемонстрировала не только всей России, но и многим странам мира, каких успехов в социальной сфере и спорте могут достичь молодые ребята, бросившие вызов своей судьбе и чувствующие повседневную поддержку своих земляков и руководства республики. Мы убеждены, что все нынешние чемпионские достижения футболистов этой великолепной команды не были бы возможны без вашего внимательного и заботливого отношения к судьбам этих ребят и к их уверенному возвращению в современное общество. От коллектива Федерации желаем вам, уважаемый Рамзан Ахматович, здоровья, счастья и успехов в вашей деятельности на благо всего чеченского народа. Подпись Луначарский, Киянский. Глава республики еще раз поблагодарил спортсменов за их стойкость и силу духа, а также пообещал и в дальнейшем всячески помогать команде. Ахмед Джабраилов, Адам Чекуев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Глава республики побывал в Биное, в селении, откуда происходит род Кадыровых. Вместе с семьей, супругой Медни Кадыровой, детьми и племянником Хамзатом они побывали на прогулке, в ходе которой смогли оценить красоту природы родного края. Биное является одним из самых крупных сел в Чечне. Его население составляет свыше 5500 человек. Расположено село на Жаюртовском районе, в одном из самых живописных уголков региона. Это историческая родина Тейпа-Биной. Рамзан Кадыров впервые со всей своей семьей побывал на земле предков. Их сопровождают выходцы из села. Министр образования Исмаил Байханов рассказывает об особенностях здешних мест. استقدان اشتاشي شو استقباش وش لدون وقتها هيسا ايسا لدون شو استقباش مش اخي لو جدا مش بحرس كوش بو تسيع يقنا لا شو ده ده بدي كيستي ولا ما ده حخ تلا لويس وصلت تعال تلا ندو تاي ده وزع ايش تصل الهواء الوقت ايمه تقول تاع كترون قدم كذا داري تاني يوم يحكي على قدم تشتي يعني عشيته أسلامش كقدم ذوقه دلوقتي قاعد تعمل له قدم هو قدم كذب دول يا شيخ قدم حاين لا راح ما قول ثاني يوم خزيان ها قدم عن خزي يدري
عزول فضع آخر دودون إشتشا حنجع ليرشتون باش أدم إزد فوجا فضع تشير تشير عطيقر خلوك على Просто чудо. А я сейчас в школе такая шокхау шубас, чехляла أيوه أهو أهو Дети главы республики, особенно сыновья Ахмад, Эли и Адам Кадырова, интересуются всем, что связано с природой и историей родного края. Сегодня Биной – один из самых спокойных и живописных уголков Чечни. Вместе с депутатом парламента Магомедом Хамбиевым глава республики вспомнил, как приходилось в тяжелые годы, когда и это селение, и вся республика значительно отличались от своего современного облика. يولك المكشتات شرع بتشعق بس هذا بتشعوش شبك بس هاي واسطة بريمير مينستر وعنو شبك بولشين ح يولك المكشدو نوغل المكشدو خلبول المكشدو موس المكشدو هينش دون يولك الجي حارم دهوني عم حارم دهوني عم عالم ده دون بس إمام تشيشني داغستان قيقي هات عشان شو يولك إمام تشيشني داغستان وعلام بس هاي شمت يولك كايش سجاخل دون حارم بالس هم قصدوا وبيستشبه بيشبر تودغ دي أحمد علي ده يا تودغ هذا تودغ نقرأ ده تخو قطع دعوات نتخو درس عن قيدش إتع بريفيتوس وميلول مينستر إخني ليدش بو يزشكل بيش وتعم قصدوا ديش تخو يو تخو دعنا نقول بيكن يشبوح بيكن وابيس هو بيكن تخو وعادسنا وتيوقع قيوختك شوفسنا وشودغنا دقيقة راتي توقع حاوي تشتاق وات يوقع جورني عوش بو يقول تا كونفليكت يلغى ما يبي بدي كنت ألغى الله نو قيك لا قيروش هندرة صار هدي ده ما ده صوت محل لونه يتعزمت نو on pone الغى توش خيتي تي الغى أنا هو أسبوع ده ده شو ده تيجي نقول بنت عوض شو دعوة صبر دي شيخ مالو خير مسولا سو مينستر أبرون ده كان سا اسمه تغلطان полностью تدور الوخر جواب ده أتقونا بدخبر إيش راح يتنهوش ثاني يقول واحد السن يقطع ماشي يشوف جنس ده كده ده يا الأباس ما مهتم سون stopperend om vermoord ja. Moment حق شيء نزل ده صار ده يا إيش زعمش Знакомство семьи Кадыровых с землей предков удалось на славу. Фотографии на память закрепили впечатления и эмоции от насыщенного дня. Аза Исаева, Хамзат Аюбов, Мовсар Исраилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Продолжаем выпуск. В Санкт-Петербурге состоялся медиафорум Общероссийского народного фронта. В нем принял участие и глава государства. В своем выступлении Владимир Путин прокомментировал и документальный фильм «Президент», вышедший в минувшее воскресенье на канале «Россия-1». В частности, он отметил, что в конце 90-х Россия была недалека от югославского варианта развития событий, но сохранить единство и целостность страны удалось, добавил Путин. При этом похожая ситуация в то время складывалась и в сфере экономики. Шоковая терапия, через которую прошли люди, тяжело отразилась на нашей стране, рядовых людях. Почти 1 миллион человек мы теряли в год. Демография была катастрофической, напомнил Путин. Мы сохранили единство и территориальную целостность страны.
Мы должны быть благодарны тем простым ребятам, нашим военнослужащим, которые в очень сложных условиях тогда проводили необходимые военные мероприятия на Северном Кавказе. Но вот о них надо бы больше сказать, понимаете? Это они собой заслонили страну. Это ведь это не просто какой-то был локальный конфликт. Дело в том, что этот локальный конфликт мог реально привести к развитию ситуации в России по югославскому направлению. Путин также отметил, что в тех условиях, когда люди воевали, боролись с международным терроризмом, брали на себя эту тяжелую ношу, добиться положительных результатов было очень сложно. Но они это сделали. Какой ценой удалось спасти Россию, в Чечне знают не понаслышке. Именно этот регион спецслужбы тогда использовали для развала страны. Об этом не раз в своей речи говорил и Рамзан Кадыров. Однако первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров не допустил того, чтобы бандиты расшатали ситуацию на юге страны. Команда Кадырова полностью искоренила международный терроризм на территории республики. И сегодня Чечня один из самых успешных субъектов России. Ахмад Хаджи Кадыров, собственно, он поверил Путину, он поверил этой работе, он пошел за ним, и потом уже за ним пошли сотни и тысячи других чеченцев. Президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. Все эти годы он прикрывал собой и Чечню, и чеченцев. И уверенно вел свою республику к мирной жизни. Ахмад Хаджи Кадыров ушел из жизни 9 мая, в день нашего общенационального праздника, в День Победы. И ушел непобежденным. Холодное оружие, имеющее особую духовную и историческую ценность. Спустя столетия на родину вернули кинжал, принадлежавший Кунта Хаджи Кишиеву, да будет возвышена его святость. Ранее он находился в Москве. Клинок великого суфийского шейха передан на хранение Аймане Кадыровой. Подробности у Зуры Саламовой. Долгие годы этот кинжал находился вдали от родины. Аймани Кадырова с трепетом рассказывает историю клинка, принадлежавшего Кунта Хаджи Кишиеву, да будет возвышена его святость. Спустя сотни лет он оказался в руках человека, который всю свою жизнь следует учениям суфийского шейха. Это уже вторая реликвия, которая хранится в семье Кадыровых в память о великом авлия. ترجع بيركة خردو ألا علمنا أساسين نحجدو إذا ويمحكح ويمري صلى الله عليه وسلم أولئي دقاء آثار شو ودير محكو دزل دديش دال خاستن ببيش بيركة بوله بو إذا تعاشي كويوش دالة تارندين ديك دويس دالة تارنديل بيركة دويس بيركة تختان ويخحير جدري تخن نانديغس نختويتشو غالا إيمانخ إسلامخ إحسانخ شريعته طريقته قيغن خزيل دعوة النهج شهر ودير جرجرشناها دين خلدرشتال دوعن الشم تخنم ويبتشع بحنا أدول الشم دالسنا بحنا أدينم دعوة دينا قاقين هرموحك. Кинжал, принадлежавший шейху Кунту Хаджи Кишиеву, да будет возвышена его святость, Абу Магомед Абаев и Рукман Тайсумов нашли в Москве. По словам продавца, старинный клинок достался ему в наследство от отца. Узнав, что реликвия имеет историческую ценность для всего чеченского народа, Абаев выкупил его, привез на родину и передал в надежные руки. В Москве мы решили проверить его на подлинность. Обратились в Государственный исторический музей. Там нам подтвердили подлинность, сделав заключение экспертное. После этого мы решили этот кинжал вернуть на родину и подарить Рамзану Кадырову, нашему главе нашей республики, и его матери.
История кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, для мусульман открытая страница. Это письменные источники с его изречениями и предания, которые дошли до наших дней. В республике особо почитаются места, где жил великий суфийский шейх, читал проповеди, проводил религиозные обряды. Это зиярты, расположенные в республике, куда совершают паломничество тысячи верующих. Благодаря Рамзану Кадырову на вершине горы Эртан создан великолепный архитектурный комплекс. Именами всех родственников кунта Хаджи Кишиева названы улицы в Грозном. ده الغيلي تايل سنة غير أخبرتي حلابة لا أخسول جغالي شو بعكتو عن أيدر بوقتو مارش سول جغالي شيء مريدي بقطع حق يان تغن لا تشلح بعضهم قزامي ورون شيء مريدي كوك يلوح وخل تغن إزام دحوهتن لا تشو وتدير جرجرشنا يتن يول. Такой подарок для Аймани Кадыровой преподнесли за помощь, которую она оказывает нуждающимся в любой точке мира, а также в знак уважения главе республики в деле укрепления ислама и развития региона. Благодаря Рамзану Кадырову в республике находятся десятки предметов, имеющих высокую религиозную ценность. Это чаша пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, волосы лучшего из людей и предметы его одежды. В праздничные дни мусульманского календаря их могут увидеть желающие в главной мечети сердца Чечни. Холодная сталь старинного кинжала, которая стала еще одной реликвией республики, будет греть сердца тысяч верующих. Зура Саламова, Стаймир Хаджиев, Джамлайл Хаджалиев. Новости. В парламенте прошло пленарное заседание, в ходе которого было рассмотрено 60 вопросов и принято 8 республиканских законов. Среди них и проект закона о внесении изменений в закон Чеченской Республики об образовании муниципального образования Гудермесский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установление их границ и наделение их соответствующим статусом муниципального района, городского и сельского поселения. Данный закон депутаты приняли в окончательном чтении. При подготовке данных законов мы столкнулись с целым рядом препятствий правового, организационного, фактического характера. То есть можно сказать, что это первая ласточка на пути, в общем-то, административно-территориального устройства или изменения административно-территориального устройства республики. Хорошие показатели в программе по импортозамещению. 5000 тонн томатов и огурцов планируют собрать чеченские аграрии в тепличном комплексе «Родина». В 3 раза эту цифру превысит количество ожидаемых фруктов и ягод. На сбор богатого урожая отправилась и наша съемочная группа. Спецодежда и обязательно резиновые перчатки. Везде стерильная чистота и много света. В общем, все, что нужно для хорошего урожая. У нас есть стандарт. Мы собираем именно вот такие огурчики. А эти еще маленькие, им надо еще подрасти. Дня 2-3 они подрастут, и потом мы их сорвем. Крупнейший в республике тепличный комплекс занимает 10 гектаров земли и состоит из 2 блоков. Это позволило посадить 300 тысяч кустов рассады. С каждого квадратного метра планируется собрать по 25 килограммов огурцов. Сбор урожая начали неделю назад, и уже получено около 80 тонн натурального продукта. Через 4 месяца здесь посадят томаты, а в будущем начнут выращивать зелень. Весь комплекс построен по голландской технологии. Установкой оборудования занимались специалисты из Испании, которые также обучили чеченских аграриев. Вот это и есть вот всего этого тепличного хозяйства центральный мозг, который контролирует всю эту программу. Температура, влажность, поливка. Сложный процесс регулируется с высокой точностью за счет автоматизированного центра управления. Воду и минералы поставляют напрямую к корням через специальную систему орошения. Вот у нас журнал, который заносит агроному, что нам, какие самые рецепты туда, какие температуры надо держать. Вот мы их сюда забиваем. Все вот тепличное хозяйство, вот это, начиная с котельной, контролирует вот это программа. В ближайшее время территорию тепличного комплекса планируют увеличить до 30 гектаров и разбить на 3 блока, в которых будут выращиваться огурцы, томаты и полный набор салатов. К тому же у компании «Родина» есть и 320 гектаров садовых хозяйств. Эта площадь также увеличится в несколько раз. Сейчас здесь посажены десятки сортов сливы, персика, черешни и яблок. Мы уже 2-й год получаем достаточно неплохой объем фруктов, которые мы поставляем и на местный рынок, и также отправляем в центральную часть. У нас заключены контракты с сетевыми компаниями «Магнит», также еще компания «Дикси» и ряд российских компаний, с кем у нас заключены контракты, и в основном они уходят на центральную часть, то есть в частности в Москву. После сбора фрукты отправляются в специальное хранилище. Здесь размещены 30 холодильных камер вместимостью до 5000 тонн продукции.
Перед отправкой яблоки попадают вот в такой вот своеобразный калибровочный цех. Сюда доставляют вот в таких вот зеленых контейнерах, которые опускаются в воду, благодаря чему яблоки оказываются в своеобразном бассейне. Здесь они потоком воды переходят в следующий этап, где параллельно и чистятся, и сортируются. Сортируются яблоки таким образом, чтобы плохие яблоки не оказались на столе у потребителя. Итак, далее яблоки попадают вот в такую вот сушильную машинку, где проходят сушку. Сразу после сушки яблоки попадают вот в такую вот камеру, которая и занимается калибровкой яблок. То есть сортирует их по размеру и по цвету. Далее яблоки поступают в фасовочный цех. И как раз таки вот здесь оказываются маленькие яблоки, здесь средние, ну а здесь крупные. С открытием нового тепличного комплекса на постоянной основе трудоустроено более 200 человек. Но на этом останавливаться здесь не собираются. В перспективе масштабное расширение производственных мощностей, а значит и увеличение рабочих мест. У нас есть привлекаемые, сезонные и так далее. Планируется последующие постройки 2 тепличных комплексов и увеличение садов не менее, где-то как минимум до 1000 рабочих мест. Это как раз тот случай, когда радует цена и качество. Стоимость фруктов и овощей здесь действительно отличается от рыночных. Хавзуль Мурзаева, предпринимательница из Гудермесского района, теперь постоянный клиент предприятия. Всего за 3 месяца, а именно столько будет длиться сбор урожая огурцов, планируется собрать 5000 тонн продукции. И это не считая свыше 15 тысяч тонн фруктов и ягод, которые комплекс поставляет на российский рынок. Так, чеченские аграрии решают одну из приоритетных задач по импортозамещению, поставленную руководством страны. Седа Сапарова, Адам Чекуев. Новости. И в продолжении темы реальная возможность для государства в условиях санкций развивать собственное производство и наполнить рынок отечественной продукцией. Как показывает практика, ГУПы составляют хорошую конкуренцию импортным производителям. В этом убедилась Алевтина Банадыкова. Винхоз Наурский в советские времена гремел на весь Союз. Продукция его разлеталась практически как пирожки. Спустя годы название осталось прежним, но вот линейка выпускаемых продуктов резко изменилась. Теперь в ассортименте Винхоза картошка, капуста, морковь и мясо птицы. Все, как говорится, отечественное и, главное, по приемлемым ценам. Благодаря этому Винхоз Наурский сегодня работает с прибылью. Идет посадка картофеля, посадка лука, подготовка к посадке моркови, обработка полей зерновых от вредителей, от сорняка. Ну и подготовительные работы для следующих сельскохозяйственных работ. Местная продукция конкуренцию выдерживает. Результатом стало открытие собственной торговой точки в центре села. В общем, для Минсельхоза ГУПы не в нагрузку, а даже в радость. В Чечне 180 унитарных предприятий, подведомственных министерствам, а всего их 292. Однако с рентабельностью закончили работать только 87. Чистая прибыль тогда составила 29 тысяч рублей. При этом тех, кто проработал в 2013-м, в ущерб в 1,5 раза больше. На развитие личного подсобного хозяйства Россельхозбанком, например, в 2014-м выделено кредитов почти на 2,5 миллиарда рублей. Однако не все получатели использовали полученную сумму по назначению. Hundu, konodan, problem sağlar. Daha krizatideki problemi ve regiondan, atmosferi rume dan, ve da havsal Чеченской республики dan берут кредиты возвратом dan 0 даске dan. Цен для банка, для экономики, для нас это плохо влияет. Именно по сельскохозяйственному направлению, а кредит дешел нах, согласен, давайте они dan. И на хонос 40% лидеров хонос возвратных дат заинтересовать выбор, а еще программы обох дабар алабоба без боз. Тунда бог дан, пример хили промышленность, хили сельскохозяйство, милху направление башку лет дан, глав район дан, хадил хана was дан, хар афидист у хар дан. Реально чего дальше калина вахер что гудан. Изначально вот country и кредит дан, вот он воле хили боз муза. Кредит син дан, а бог бах йо дан. Менеджмент у йоху, что дело хас вот нах дан, гихли дан безиш. Сонде хорама, аж совместно главу муниципального образования, Госхоззаконюрт в числе лучших. Их конек, растениеводство и животноводство. В основном урожай уходит на корм 400 голов скота мясомолочной породы. Чернопёстой породы мясомолочной продукции.
Кроме кормовых злаков, на полях посеянной товарной пшеницы, в процессе посадки сахарной свеклы и в планах кукуруза. Погодные условия пока благоприятные, говорят аграрии. Однако в сельском хозяйстве есть постоянный риск. И держать госпхоз в списке рентабельных – дело непростое. Самое первое – надо господдержку. Без господдержки никакое хозяйство не выдержит сейчас, в данный момент. Постоянно скачки цен на дистопливо и падение цен на зерно, там молоко. Вот это балансировки нет, поэтому возникают такие сложности хозяйства. ГУП и сегодня это реальная возможность для государства в условиях санкций развивать собственное производство и наполнять рынок отечественной продукции. Сегодня она составляет реальную конкуренцию привозным товарам. И не только за счет цены, но и, главное, качества. Алевтина Банадыкова и Адам Чукуев. Новости. Долинский преображается на глазах. Это первая масштабная реконструкция за долгую историю поселка. Каждый день свидетелями строительно-восстановительных работ в Долинском становятся и наши корреспонденты. В этот раз на стройплощадку отправился Сайхан Цинцаев. Преобразования в Долинском заметны еще при въезде. Совсем недавно здесь приступили к установке уличного освещения. Уже в самом поселке развернулось масштабное строительство. Десятки многоэтажек – это более 600 квартир. Социальные и административные объекты отремонтируют до неузнаваемости. Семья Сатаевых проживает в поселке с начала 70-х. Говорят, что таких условий жители Долинского не видели со дня его образования. Если раньше от холода спасали так называемые печки-буржуйки, то теперь в каждом доме появится автономное отопление. Также в квартирах установили новые окна, двери, заменили полы и подвели коммуникации. Среди новых зданий здесь появится мечеть, рассчитанная на 200 человек. Святыню строят с применением новых технологий. Основание состоит из сейсмоустойчивой железобетонной подушки, от которой возвышается 2-метровый фундамент. Мы рассчитываем на свои производственные мощности. И потом нам поставлены сроки. Срок окончания сдачи мечети на 200 мест в пределах 1 месяца. Через месяц должен быть закончен. Позавчера Рамзан Ахматов здесь был, посмотрел на наши недостатки, были нарекания на наш адрес. Мы это взяли на вооружение, будем исправлять все, выводить на нужные показатели. Постараемся не подвести. Масштабная реконструкция превратилась в народные белки. Каждый работает на совесть. Слова благодарности в адрес главы республики – лишнее тому подтверждение. Облик поселка преображается каждый день. Строители обещают, что по завершению всех работ поселок Долинский будет выглядеть как небольшой, но уютный европейский город. Сайхан Цинцаев, Стамир Хаджиев. Новости. За считанные минуты лишиться крыши над головой. Эта участь постигла семью Кантаевых из города Шали. Их дом вместе с имуществом сгорел в результате пожара. К счастью, никто из членов семьи не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются. Эта кухонная стенка – единственное, что уцелело в доме Кантаевых после пожара. Сюда огонь дошел в последнюю очередь. К моменту, когда приехали пожарные, спасать уже было нечего. К счастью, никто из членов семьи не пострадал. Причину возгорания сами жильцы видят в неполадках с газоснабжением. По их словам, голубое топливо в дома уже несколько дней поступало крайне слабо, а в тот злополучный день газ запустили под высоким давлением, вследствие чего и случилось возгорание, предполагают погорельцы.
يختار تليفون اشتغلت فوق حتى داخل مسار يوارد داخل سويا واللي ضاق وش تاسر يبجعلك شباك نسال زبيتيش يخطب تبلش. По словам жителей дома, в котором произошло возгорание, газовое оборудование, трубы и счетчик соответствовали всем нормам. В беседе с представителем газовой службы нам рассказали, что неисправностей с подачей топлива не было, а давление в трубах уменьшается ежегодно с наступлением летнего сезона. Но сказать то же самое на камеру почему-то отказались. Это все, что осталось от домовой книжки и остальных документов семьи. Возгорание произошло именно в этой комнате, а здесь у погорельцев хранились самые ценные и важные вещи в доме. За один день семья Кантаевых потеряла без малого все имущество, сгорели и документы. Сейчас семья пытается привести в порядок сгоревший дом. Временно погорельцы будут располагаться у родственников. Последние уже пообещали помочь с восстановлением дома. Пока же здесь только приступили к разбору завалов. Хамзат Аюбов, Руслан Яхяев, Абубакар Абазов. Новости. По данным Госавтоинспекции России, за первый квартал этого года в стране произошло около 34 тысяч аварий. В результате ДТП погибло более 4 тысяч человек. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий произошло по неосторожности водителей. О том, как в Ачхой-Мартане борются с нарушителями ПДД, Алхазур Керимов. Такие щиты призваны предостеречь водителя от невнимательности или лихачества на дорогах. Борьба с нарушителями правил дорожного движения теперь ведется и посредством социальной рекламы. Подобные плакаты в Ачхой-Мартане вывешены на каждом оживленном отрезке дороги. Профилактическую работу с нарушителями проводят и сотрудники ГИБДД. отдел шкарта хода арбаха наха болша балбук бяшвай. Нарушение ремонта сара джимгилуду айдал беллу гай беллу сотрудник ляча. Тато сетямо вялна дайохша душаш скоростной режим ларич. Шаш мелаш хадохш это садиец алт хиечкул дихара дарнага ремонта сар делдар. Эта работа проводится в рамках месячника безопасности дорожного движения по указанию Рамзана Кадырова. Сегодня на штрафстоянку Ачхой-Мартана сотрудниками ГИБДД доставлено более 50 автомобилей. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Задержан транспортный средств, который осуществляет грузы без постановки на налоговый учет. На них, на водителя, составлены административные протоколы, и автотранспорт они могут забрать только после уплаты административного штрафа и получения лицензии из налоговой службы. Для обеспечения безопасности дорожного движения в республике создан оперативный штаб во главе с секретарем Совета экономической и общественной безопасности Вахитом Усмаевым. Анализ работы комиссии показал, что большая часть аварий происходит из-за превышения водителями скоростного режима, а также нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения. С этой категорией водителей борются и сотрудники госавтоинспекции. В беседе с лихачами они объясняют, что только водительская дисциплина и ответственность способны предотвратить большие трагедии. Вот этот весь транспорт задержанный за различные нарушения правил дорожного движения, то есть за управление без водительского удостоверения, без госномерных знаков и за другие регистрационные документы, которые необходимо иметь при управлении транспортными средствами. На сегодняшний день аварийность за неделю проведенной работы всем личным составом госавтоинспекции стабилизирована. По количеству дорожно-транспортных происшествий, по количеству погибших и раненых участников ДТП. Профилактическая работа в эти дни проводится также в Грозненском, Шилинском, Гудермесском и Шелковском районах. Месячник безопасности дорожного движения стартовал 22 апреля и будет продолжаться до конца следующего месяца. За это время сотрудники ГИБДД планируют охватить все населенные пункты республики. Алхазур Керимов, Муслим Типаев, Зелимхан Закаев. Новости. Исполнение национального танца, игра на музыкальных инструментах и театральное мастерство. Республиканский конкурс среди молодежи на знание обычаев и традиций чеченского народа «Войнех Амалш» прошел во Дворце молодежи. Звание лучшего знатока чеченских обычаев оспаривали молодые люди из разных районов республики в возрасте до 30 лет. Победителей наградили почетными грамотами и ценными призами. Конкурс организован Министерством по делам молодежи в целях пропаганды родного языка.
Очередные медали в копилке достижений чеченских спортсменов. В Министерстве спорта чествовали борцов, занявших призовые места на первенстве России по спортивной борьбе. Соревнования проходили с 23 по 26 апреля в Казани. По итогам турнира наши борцы завоевали 2 золотые и 3 серебряные медали. С успешным выступлением своих воспитанников поздравил министр спорта Хасмагомед Хизриев и помощник главы Чечни, президент Федерации по борьбе на поясах Хасейн Кадыров. Первенство России среди юношей 98-2000 года. Там лишь Динха, Война, Вайпач Хабешбола, Кидми, Вайпач Хавайна, Оспорт, Адесу на Остролицы, Вай Спачхана, Вай Омна Эрдл Баркала, Вай Кипсиду. Шундер Резахел, Дал Яйбертуэр. Шей Керциду, шей Фамилисиду, Ах, шей Кедр Эрдл Жюльсиду, Мехксиду, идокхом дутаган. Да, мула, шлир хуш душана, гуш душана, баркал бош душана. Эти и другие новости вы можете также посмотреть в официальной группе телеканала Грозный ВКонтакте. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Алексей Ильич.